Медики призывают пожилых жителей Коми активнее вакцинироваться от ковида. Как показывает практика, люди в возрасте, заболевшие коронавирусом, оказываются в отделениях в 35 раз чаще граждан другого возраста. А потому, чтобы обезопасить себя, прививку необходимо сделать как можно раньше. Ксения Лосева пообщалась с теми, кто к совету врачей уже прислушался. Я уже в таком возрасте, что жить охота. Василию Максимовичу 75. Прививку от ковида он сделал еще в начале лета. Говорит, никаких побочных эффектов у себя не заметил. Ни температуры, ни озноба, зато теперь чувствует себя в полной безопасности. В декабре собирается вакцинироваться уже повторно. А как по-другому? Впереди много планов, а потому важно, чтобы здоровье не подводило. Его боевой настрой разделяют и в соседней палате. Какой страх! Мы все прошли за 72 года. Чего страшиться-то? Ну, как детям в детском садике говорят. Комарик укусит, и все. И все пройдет. Как показывает медицинская практика, пожилые люди переносят вакцинацию от коронавируса легко и практически без побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма в почтенном возрасте. По всему миру это уже данные геронтологов наших Российской Федерации и мирового уровня. Более 2 миллионов наблюдений было. Всего 2% из этого количества вакцинированных заболели. 2%. И заболевания протекали легче. Люди старшего поколения вакцинацию переносят неплохо. В общем, никаких осложнений практически нет, потому что иммунная система не реагирует особо. И меж тем, если прививку, наоборот, не сделать, перенести ковид пожилому человеку будет сложнее. Всему виной хронические заболевания. Они отягощают течение болезни. Кроме того, распознать опасный вирус у них на первых порах непросто. Он может начинаться с болей в суставах и маскироваться под другие респираторные заболевания. Все это повышает риск летальных исходов, а если человеку все-таки удается поправиться, появляются серьезные осложнения. Пневмонии, заболевания сердечно-сосудистой системы и инсульты. После ковида очень тяжело перенесшие, после ковида приходят тоже, у них ослабленный организм, мы пытаемся с ними делать дыхательную гимнастику, но им тяжело, очень последствия тяжкие. Не все хорошо переносят эту болезнь. Остаточные явления очень тяжелые. Но стараемся ободрить, говорить с ними, чтобы они все-таки занимались, ходили, дышали. Как правильно дышать учим. Чтобы не доводить ситуацию до крайности, позаботиться о своем здоровье лучше заранее, говорят медики. Вакцинация на сегодняшний день остается одним из самых эффективных способов снизить риски тяжелого течения заболевания. Это касается в том числе и пожилых людей, которые, к слову, в последнее время стали более ответственно относиться к своему здоровью. Я привел, чтобы не болеть. Все-таки я всех призываю. Прививайтесь, пока петух не клюнет в одно место. И детей, и дети мои, внуки, я всех. Их настрой, чтобы прививались. Другого исхода нету. Потому что у меня друзей много даже ушло. И молодых. Я в годах. И я даже не болел. Значит, немножко так. Ознобчик был, температуры даже не было. Впрочем, во время нашествия ковида не стоит забывать и о других сезонных болезнях. Они тоже уже на пороге. Привиться, например, от гриппа можно спустя небольшой промежуток времени после вакцинации от коронавируса. Кроме того, не нужно забывать и о традиционных методах. Соблюдать социальную дистанцию, носить медицинские маски, чаще мыть руки, есть больше витаминов, гулять на свежем воздухе, делать зарядку и соблюдать режим сна. В борьбе за здоровьем, что называется, все средства хороши. Ксения Лосева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.